Позвольте мне сказать вам нечто прекрасное из притч 29.1. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, что это значит? Он напрягает шею, задирает голову. Я не желаю знать об этом. Но Бог говорит, обличает, а он ожесточает выю, внезапно сокрушится, будет сломлен, и не будет ему исцеления. Он оскорбляет Дух Божий, который настойчиво вытаскивает его из ямы, из могилы. Ведь он как пьяный может свалиться в яму. Я пойду, куда захочу, я сам все знаю. И он действительно упадет. Нужно спасти этого человека. Ходатайствуйте за таких знакомых. Посмотрите на благословленного человека. У меня была проблема с позвоночником, с диском L5. В 2017-м врач сказал, что я буду передвигаться в инвалидном кресле. После работы я чувствовала сильную боль. Но сегодня я пришла сюда, превозмогая ее. Когда вы молились, я почувствовала тепло в середине спины. Прошло тепло? Да. Вы уже сделали упражнение? Уже сделала, пастор. Сделайте снова, я хочу видеть. Это другой человек, с прямыми коленями. Она похожа на профессиональную гимнастку. Слава Богу! Теперь я хочу помолиться с вами, дорогой Бог. Я объединяю свою веру с верой этого человека. Я его сейчас благословляю. Это зло не будет продолжаться. Оно связано, сковано. И я говорю этому злу, ты уйдешь, чтобы никогда больше не докучать этому человеку. Во имя Иисуса из Назарета забирай все, что принесло, и убирайся. Никогда больше не возвращайся. Все зло уничтожено, разрушено всякое страдание во имя Иисуса. А вы скажите: слава Богу! Благодарю, Иисус!